Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 27 марта 2020 года. Давайте посмотрим, что ждет нас в этот день. Это пятница, окончание рабочей недели для многих. Какой будет этот день? Это карта дня. Это дополнительная карта для отношений. Это для финансов. И это для работы. Это удача у нас дня. Это проблема дня. Так, как бы нам так подвинуть? Это мы решаем проблему. Это совет для нас от карт на этот день. Итак, карта дня «Корабль». Замечательная возможность для того, чтобы менять что-то в своем образе жизни. Может быть, менять что-то даже в своем окружении. Может быть, нужно будет расстаться с кем-то, кто мешает, или, может быть, кто как-то некрасиво проявил себя по отношению к нам. Но в любом случае тут какое-то изменение в круге знакомых есть. И с образом жизни тоже карта рекомендует как бы этим вопросом заняться, потому что это становится очень важно. Может быть, у вас были намечены какие-то путешествия, или вы хотели куда-то переехать. Вот этот день может что-то новое вносить в этот вопрос. Карта связана с новостями о каких-то новых предприятиях, новых делах. В общем, какие-то перемены по этой карте приходят. Это, в принципе, карта, связанная с Юпитером. Юпитер – это удача, Юпитер – это расширение, но здесь вот больше имеется в виду улучшение в плане выхода за рамки. Может быть, действительно какое-то послабление будет в чем-то. Кроме того, эта карта связана как раз с мартом, то есть эта карта под номером 3, это как раз соответствие месяцу март, то есть как только месяц март закончится, будет легче с поездками, путешествиями, скорее всего, границы, может быть, кое-где будут открыты. И вот этот день, он каким-то образом решающее влияние имеет. Может быть, будут приниматься какие-то важные решения по этому вопросу в этот день. Но в любом случае, все, что касалось того, что было раньше, оно будет изменено. Может быть, какие-то новые правила, законы или еще что-то в этом роде. Если говорить о более мелких делах, то здесь удача, в принципе, в коммерческих сделках, в продажах. Здесь могут быть действительно какие-то поездки и, может быть, по делам, да, может быть, это будет необходимо сделать. Кроме того, карта какого-то результата, первого результата, небольшого результата, но все-таки это уже, вот, знаете, первый результат в каком-то вашем либо новом деле, либо в какой-то проблеме, да, вот, которую вы начали решать. Но в любом случае вы тут уже можете порадоваться за себя, что-то уже сделано. Также, может быть, новый человек какой-то придет, либо вы познакомитесь с иностранцем, либо здесь может быть общение с людьми, которые могут решить ваш вопрос, связанный там с деньгами, с коммерцией и так далее. То есть, ну, в общем, такой очень переменчивый день, но в то же время несет и результаты какие-то. То есть одно уходит, другое приходит. Одно не решается, но на место него приходит другое. То есть вот такие могут быть перемены. Тем более эта карта у нас под десяткой, еще пиковой находится, а это как раз вмешательство судьбы, да, то есть это не только от нас обстоятельства зависят, это мы просто учимся в новых обстоятельствах реагировать. Для отношений выпадает дополнительная карта всадника. И здесь тоже могут быть какие-то новости, очень скорые, быстрые, какие-то перемены могут быть в отношениях, могут новые, кстати, люди приходить и новые события для тех, для кого это важно, да, вот можно познакомиться с кем-то. Здесь может быть знакомство либо через интернет, либо вот посредством переписки какой-то.
Ну, в любом случае здесь вот очень хороший период для того, чтобы знакомиться, общаться и так далее, для коммуникаций. Также это карта перемен для тех, кто уже в паре. Может быть, какие-то новости приходят, которые меняют вот ваш образ жизни как пары, да, может быть, вы в чем-то должны какое-то важное решение принять, которое касается вас, но, скорее всего, здесь какие-то внешние события вмешиваются в вашу жизнь. Наверное, здесь все-таки какие-то бумажные вопросы, денежные вопросы, какие-то договоренности, может быть, какие-то обязательства. Вот они могут меняться, нарушаться, сменяться одни другими. Также вопросы могут касаться там прописки, да, или перемены планов каких-то. Вот у вас, допустим, были планы одни, нужно будет в пятницу их менять. Но в любом случае здесь вот как-то больше какой-то информации, да, чем чувств. Больше все-таки вот опора именно на, как сказать, на поток новых каких-то данных. Если люди и участвуют в этом новые, то только как те, кто приносит как раз какие-то новости, известия. Для работы выпадает карта мужчины. Эта карта говорит о том, что нужно будет, скорее всего, либо заканчивать какое-то большое дело, либо взять на себя ответственность за что-то вот в плане деятельности. Также это карта и результата. Карта, когда мы планируем и точно знаем, к чему нам нужно прийти, и вот какая-то внутренняя такая решимость появляется, наладить ситуацию, да, как-то все исправить под себя, под свои планы, как-то не просто приспосабливаться, но еще и активно действовать. То есть, ну, как бы такой внутренний стержень просыпается. Кроме того, вот по этой карте могут приходить какие-то прояснения ситуаций. То есть, допустим, была неразбериха, было все непонятно в плане вашей деятельности. Сейчас уже что-то становится яснее. Уже можно как-то начинать действовать, но, по крайней мере, запланировать будущие действия можно. В финансах выпадает у нас перекресток. Карта, в принципе, для финансов хорошая, потому что открывает новые возможности. С одной стороны, может закрывать одни возможности, но зато в ответ приходит как бы еще большее количество возможностей именно в плане финансов. А карта говорит еще о том, что придется, скорее всего, вот по финансам принимать какое-то важное решение, какой-то выбор будет стоять очень важный. И слишком много вот путей, по которым можете пойти, да, и это вот как-то вгоняет в такую тоску. Вообще непонятно, за что браться, да, и чем это все может закончиться. Хорошее время для того, чтобы заработать на посредничестве, то есть посредником быть в каких-то делах, в сделках, вот могут быть проценты хорошие. Кроме того, может быть, от нашей воли свободной зависит, будут у нас в дальнейшем новые источники дохода или нет. То есть мы можем, в принципе, отказаться от того, что нам жизнь дает, потому что, ну, как бы ситуация неясная, и, может быть, эмоции тут еще захлестывают, да, но в то же время вот какие-то возможности в этот день могут приходить. Обратите внимание, эта карта также связана еще астрологически со знаком зодиака Весы. И здесь как раз вот договоренности, консультации, да, могут деньги давать, какие-то важные подписания важных документов, заключение сделок. В общем, работа с бумагами какими-то дает возможность заработать, либо сейчас заработать, либо в будущем заработать. В любом случае здесь вот нужно обращаться к людям, которые могут посоветовать. Здесь нужно обязательно владеть информацией. И самое вот как бы лучшее здесь не через кого-то решать вопросы, а вот, допустим, если от кого-то зависят ваши деньги, вам нужно с этим человеком напрямую общаться для того, чтобы для себя выводы делать, потому что посредники здесь могут и обманывать. Вот быть посредником хорошо для того, чтобы деньги зарабатывать, но когда у вас есть посредники, то вот может кто-то и намутить здесь воду, да. Теперь для удачи у нас выпадает карта ключ. Замечательная возможность для того, чтобы
какую-то ситуацию новую открыть для себя, очень важную, очень нужную, а то, что уже не нужно, не служит, да, закрыть. Карта ключ – это ответ на вопрос, который вас мучил вот последнее время. Либо это скорое решение проблем, либо успех. В общем, нужно на это настраиваться. Кроме того, это очень значительное какое-то событие, скорое, может поменять вашу жизнь к лучшему. Да? То есть удача этого дня в том, чтобы мы не поддавались каким-то негативным эмоциям, настраивались на будущее, на разрешение трудной ситуации, тем более, что вот в скором будущем это уже будет решено. Кроме того, эта карта именно вмешательства судьбы, да, вот здесь вот мы уже про это говорили, то есть ситуация на уровне как бы Вселенной, на уровне таких глобальных перемен может меняться, и это будет вам на благо, либо вы можете воспользоваться этой ситуацией. Ну и также здесь еще поддержка духовная, то есть поддержка жизни, поддержка ангелов-хранителей, поддержка высших сил, ну, кто как это воспринимает. А теперь проблема. Проблема у нас может быть от взаимодействия с людьми нечестными, либо людьми, которые хотят воспользоваться вот ситуацией себе во благо, а нам во вред. Вот нужно быть очень внимательными. Эта карта таких, может быть, трудностей, может быть, разочарований каких-то, могут быть какие-то манипуляции, обман, может быть, даже кто-то предаст. Да? Человек, в котором вы были уверены, может предать. Поэтому проблема в том, что мы можем доверять человеку как другу, а он окажется совершенно нам не другом. Да? Вот здесь вот нужно быть внимательным, нужно понимать, кому мы доверяем. И вот на партнерство особое внимание нужно обратить. Кроме того, здесь может кто-то агрессивно себя повести или непредсказуемо как-то себя повести. Это можем и мы точно так же себя повести, это тоже будет проблемой тогда. Как решить проблему, выпадает карта облака. Это нужно помнить о том, что ситуация переменчивая, она очень быстро меняется. И пока сейчас неопределенность, мы можем в таком, как бы, знаете, помрачении рассудка находиться. Мы можем думать то так, да, то есть мы можем быть уверены то в одном, то в противоположном. То есть вот постоянно может быть вот такое вот замешательство внутреннее. Кроме того, конфликт интересов, да, может быть, с близкими людьми, с партнерами, в работе, с клиентами. В общем, карта говорит о том, что чтобы решить вот эту проблему, во-первых, нужно подождать, во-вторых, не нужно принимать каких-то решительных действий, пока нет еще полной ясности ситуации. И совет дня выпадает карта «Медведь», замечательная карта, которая говорит о том, что нужно настраиваться на то, чтобы извлечь из этой ситуации новый себе какое-то благо. Вот эта карта, она очень часто показывает такой хороший денежный поток или внезапную денежную удачу финансовую. Да? Вот посмотрите не на то, чего вы боитесь, а на то, чего бы вы хотели и как бы вы могли использовать эту ситуацию. Есть возможность заработать хорошо, есть возможность либо вложить правильно деньги, либо как-то пополнить личные средства, может быть, финансы бизнеса пополнить. Также это карта здоровья, да, то есть нужно заботиться о здоровье, правильно питаться. Здесь, может быть, нужно защищать себя, свою семью и вот выполнять те меры, которые вот предписывает там администрация города, да, либо те, кто управляет страной и так далее. В общем, то, что нас просят делать, вот желательно это делать. В этом будет удача дня. То есть заботимся о здоровье, используем ситуацию себе на благо, и есть возможность в финансах как-то очень хорошо заработать, пополнить свой кошелек. Друзья, желаю вам прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Замечательной вам пятницы, всего вам доброго, до новых встреч.